юбилей был 26 сентября, 80 лет. Округ выпустил фотоальбом «Цвети, родная Ага». Вот вы же наш 11-й вы, поэтому вручаем альбом своего округа. И снова Забайкалье специальный журнал выпустит, но лишним не будет. Мы знаем ваш большой вклад именно в развитие, садитесь, вообще литературы нашего округа. Недавно мы отметили 70 лет 20 октября литературного объединения имени Жамьян Балданжибона, 11 окружного. И вы были приглашены, он не смог приехать, да. Без вас не состоялись бы наши поэты, начиная с Арслана Шамбалона, Садык Жамбала, Батыржила Бекуевича, Гармажапова, Цингуева, Дамьянжапова, Шойханда Базарсадаева, все, Батаболтова, все без... Их вообще много. Без Бориса Константиновича мы не можем представить вообще литературную Агу. Поэтому это огромный вклад. И мы уже, когда у нас торжественное заседание шло, мы огласили о том, что медалью за заслуги перед бурятским народом, это Всебурятская ассоциация развития культуры, награжден Макаров Борис Константинович. Он номер 278. Сейчас президент Варка у нас Егоров. Это первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия. Он в течение 13 лет работал. Сейчас он стал депутатом Народного хурала. И в будущем году состоятся выборы. Он наш президент Варка. Я с 97 года возглавлял, являлся вице-президентом Варка по округу, по Читинской области, а теперь по Забайкальскому краю. И с прошлого года Сактор Жнимаш Мажиев стал вице-президентом. Но я являюсь членом Совета Варка. Членом Совета Варка является 33 члена. И мне поручили вам вручить медаль. Это за заслуги перед бурятским народом, номерной 278 номер. Вы поэтому, когда мы огласили, все аплодировали, все знают в округе Бориса Константиновича. Мы поэтому вручаем медаль. Вот такая красивая медаль. И вот, и удостоверение. Спасибо. И прошу, чтобы вы всегда носили и знали, округ, бурятский народ вам обязан. Спасибо, спасибо. Привели к смущению меня. Борис Константинович, мы очень рады, что ваши заслуги перед бурятским народом отразились в такой награде. Мы рады, что вы живете на территории нашего района Акшинского. Цель многих народов – остаться навсегда в веках. А вы нашу Акшу прославляете и своим творчеством оставляете жизнь нашу навсегда в веках. По большому счету, через наших местных поэтов, Борис Константинович в том числе, мы достигли великую цель. Мы нашли, так сказать, бессмертие, по большому счету. Да, вот самую большую ценность жизни, бессмертия мы нашли через то, что вы живете в нас. Никто не забудет то, что есть такое сельское поселение Акша, что есть Акшинский район. И мы рады, что вы своим творчеством даете возможность творчество бурятского народа тоже узнать. Потому что ваши переводы стихов, конечно, открывают для нас стихи бурятского народа. В газетах писал, везде, вот в журнале в юбилейном как раз моя статья есть. Забайкальская литература, культура, она строится из двух. Я всегда сравнивал дерево, которое двумя стволами растет вверх. Бурятская литература, русская литература. Если одна ветвь не работает, не будет жить, дерево не будет жить. Только взаимное обогащение, такова уж у нас история, наша судьба, жить вместе всегда, и поэтому мы богаты этим, это сложно,
именно. Потому что мы не должны забывать эту ветвь и эту ветвь, а жить одним деревом. И вот мои друзья, товарищи, для меня вот эта книга, например, я переводил, наверное, сборников, ну, около 20 поэтов агинских. А вот это, они здесь у меня в основном, все мои друзья, вот в этой книге объединены. Вот. И она у меня, ну как, не знаю, настольная, что ли, можно сказать. Самые лучшие их стихи здесь. Если этой книге, на работе над ней, я примерно около 40 лет отдал. И для меня она очень дорога. Прежде всего тем, что здесь все мои друзья. Вот. И я не мыслю дальнейшей, скажем, жизни и работы, если мы не будем вместе.